Материалы на темы, интересующие общество, интервью с интересными людьми, репортажи со всех уголков нашей страны. Каждую субботу я и мои коллеги рассказываем вам о событиях, происходящих в республике. В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск новостей с Сапшала. И сегодня с вами я, Гугут Савардания. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Работники СМИ отмечают профессиональный праздник. Репортаж о сегодняшнем дне абхазской журналистики и об ее истории. Гуманное решение проблемы бездомных животных. Масштабная акция по их стерилизации проходит в Гудауте. Хрустальный мальчик Дамир Кучеберия все еще нуждается в нашей помощи. Культурно-благотворительный фонд Дашана продолжает сбор средств. 27 февраля работники СМИ отмечают свой профессиональный праздник. История этого дня связана с выходом в свет в 1919 году первого номера первой национальной газеты на абхазском языке «Апсны». Газета существует и сегодня, являясь общественно-политическим изданием. С момента выхода первого номера газеты, заложившей основы национальной журналистики, изменилось многое. Наш первый репортаж о сегодняшнем дне абхазской журналистики и об ее истории. День средств массовой информации в Абхазии отмечают 27 февраля. В этот день, в 1919 году, вышла в свет первая газета на абхазском языке «Апсны». На страницах издания сначала стали появляться очерки произведений известных абхазских авторов. В газете печатались Иоко Гония, Самсон Чанба и другие абхазские писатели и поэты. Выход издания, в котором можно читать статьи на родном языке, стал очень значимым для абхазского народа событием. Когда мы вступили в Международную организацию журналистов, на пресс-конференции я говорил, что вступление Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов это стало возможным с начала издания первой абхазской газеты. Вот этот первый кирпич, который был заложен Дмитрием Иосифовичем Гуля, Михаил Лакарба, Самсон Чанба и другие абхазские публицисты, и вся наше дальнейшее развитие абхазской журналистики, было оформлено спустя 101 год. Газета «Апсны» выходила в сложный для Абхазии период, во времена господства грузинских меньшевиков в стране. А в этом издании рассказывали о проблемах, связанных со статусом Абхазии, положении дел в сфере образования и науки и многое другое. Через 2 года издавать «Апсны» запретили грузинские меньшевики. Однако в 1921 году, после установления советской власти, газета вновь стала выходить. Правда, название немного изменилось – «Апсны Капщ». Создателем и редактором первой газеты был основоположник абхазской литературы Дмитрий Гуля. Дмитрий Иосифович Гуля был человеком очень мудрым, дальновидным. Он, кстати, в его время это было сделать нелегко. Хорошо понимал значение информации, значение газеты. И поэтому среди прочих мероприятий, которые он провел, среди прочих, скажем так, его мероприятий, где он был первопроходцем, пионером и так далее, именно издание газеты. По-моему, даже выше всех этих дел, в этот период, которые происходили, можно поставить издание этой газеты, потому что здесь я как-то знакомилась с материалами первых выпусков и так далее. Очень интересно, и настолько много было там материала злободневного, что когда читаешь эти материалы, кажется, что, Господи, ничего не изменилось, ведь те же самые проблемы мы обсуждаем сегодня. Со дня издания газеты, положившей начало журналистике, изменилась и сама абхазская журналистика. Сегодня в Абхазии немало информагентств. Издаются газеты на 2 языках, работают телеканалы. Как отметил Руслан Хашик, 27 февраля – это не просто торжественная дата. Это дата, в которую важно анализировать. Если в целом сегодня анализировать, конечно, состояние, уровень свободы абхазских СМИ, абхазского журналиста не вызывает тревоги. Мы развиваемся стабильно, несмотря на существующие проблемы.
Проблемы это экономического, финансового характера. Очень сложный период сейчас переживают районные издания. Они нуждаются в помощи. К сожалению, некоторые сохранить не удалось. Слабо развитая система распространения печати отрицательно влияет на окупаемость государственных и частных изданий. Многие газеты сейчас перешли на электронные версии. Однако, по мнению редактора газеты «Эхо Абхазии» Виталия Шария, немало и тех, кому комфортнее читать новости в обычной версии. Я, например, считаю, что все же есть такая категория читателей, в силу разных причин, они все равно не перешли на интернет. Ну, вот эту категорию читателей, конечно, было бы несправедливо вообще вычеркивать из общественного пространства. Уже даже хотя бы для этого мы продолжаем выпускать и бумажную версию. В республике работают и районные студии телевидения в Гагре, Гудауте, Гале, что дополняет информационную картину для абхазского зрителя. По мнению председателя Союза журналистов Руслана Хашик, очень важно взаимодействовать с пресс-службами ведомств. Все должны прекрасно понимать функциональные задачи пресс-служб ведомств. Они должны налаживать связь с редакциями, с журналистами, но информационный продукт должны создавать журналисты. Все учреждения, все организации Республики Абхазия должны извещать и СМИ, и общественность о планируемых мероприятиях. И чтобы представители редакции могли планировать свою работу. Кроме того, сейчас очень большую популярность приобретает информация из соцсетей. Однако это не имеет никакого отношения к журналистике. Разница тут есть между журналистикой, между СМИ и соцсетями, где часто и анонимы действуют, злодействуют. И, как говорится, очень трудно добраться до них и спросить с них за все, что пишется, зачастую фейковые какие-то информации, зачастую искажения. Ну, читатель сам должен немножко разбираться, что есть что и кто есть кто, да? Жанр журналистское расследование очень интересный и пользующийся неизменным рейтингом способ добывания информации. Но в Абхазии этот жанр не так развит, как хотелось бы. Жанр журналистского расследования очень важный, очень нужный, но в этом случае, конечно, очень часто проблема может упираться не даже вот в каких-то препятствиях, скажем, да, которые связаны с доступом к информации, могут быть, скорее всего, даже больше мне, как сегодня представляется, эта проблема связана с кадрами. Мне нужны очень профессиональные кадры, которые могут это делать высококачественно. Это не просто. И, кстати, одно из таких направлений, но в смысле оно еще пока может быть в нашем продукте не очень заметно, но вот как раз-таки этот жанр, например, сейчас наши журналисты работают над некоторыми материалами контрольной палаты, которые попали, скажем так, в Генеральную прокуратуру или же получили отказ в Генеральной прокуратуре и так далее. Вот какая-то работа пошла, и надеемся, что какие-то результаты у нас будут, и, может быть, потихонечку мы будем созревать для серьезной работы в этом направлении. Руслан Хашик подчеркнул важную роль абхазских информагентств в создании общей информационной картины. Роль и статус в информационном пространстве Абхазии – это информационное агентство «Абснопресс», это государственное информационное агентство, и он также должен иметь такое приоритетное и финансирование, и поддержка, и кадровое обеспечение, потому что все государственное информационное должно выходить вот с ленты этого информационного агентства.
Генеральный директор АГТРК Ирина Агырба подчеркнула, что сегодня перед абхазской журналистикой стоит несколько основных задач. И главное из них – сохранение и развитие государственного языка. Оперативно и, насколько это возможно, объективно освещать текущие события. Это одна задача. Важной задачей является, конечно, осмысление происходящих процессов во всех сферах. На телевидении обычно это сделать сложнее, потому что глубокое осмысление процессов, раньше, по крайней мере, это было свойственно газетной журналистике. Но нам тоже нужно уделять больше внимания аналитике, анализу процессов. Это может быть вторая задача. Очень важная задача, третья, с моей точки зрения, это формирование ценностей, информационных и любых ценностей, и, наверное, социальных ценностей. Вот. И мы стараемся работать в этом направлении. И еще вот говорят, что все дороги ведут в Рим. Когда мы говорим о государственном языке, все дороги ведут сюда, на абхазское телевидение, потому что, работая над новостным материалом, над тематическим материалом, мы ощущаем, что все издержки, связанные с использованием государственного языка, они стыкуются именно здесь. И мы не боимся этих трудностей и работаем в направлении расширения пространства употребления государственного языка. Сегодня в Союз журналистов Абхазии входят 162 человека, но не все журналисты являются членами профессионального сообщества. В их числе одна из самых молодых сотрудниц АГТРК Щазина Ханагуа. Спустя неделю после окончания журфака АГУ она пришла на стажировку на АТ. Сейчас работает практически без выходных, так как является и корреспондентом новостной редакции телевидения, и редактором абхазского радио. Рабочий день Щазины начинается с 8 утра. С выбором профессии долгое время не могла определиться. И в конце, не знаю почему, но всегда меня интересовало телевидение. Скажу, потому что всегда нравилось быть диктором. Даже дома всегда я готовилась, представляла себя в роли диктора. Так и все началось. Каждый год в День СМИ Абхазии Союз журналистов проводит торжественное мероприятие, на котором вручаются премии за лучшую журналистскую работу. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отменить. Работники средств массовой информации – это огромная команда. Редакторы, корреспонденты, операторы, режиссеры, монтажеры и еще многие очень важные люди, которых не видно за кадром. У них нет выходных, а иногда даже времени пообщаться со своими родными и близкими. Они просто стараются сделать так, чтобы читатели или зрители получили вовремя проверенную, достоверную информацию. Гугуца Вардания, Саида Гухава, Алексей Баструков. Абхазское телевидение. 27 февраля – день, когда журналисты Абхазии принимают поздравления. Работников средств массовой информации с профессиональным праздником поздравил президент Аслан Бжания. Глава государства отметил тяжелый и ответственный труд журналистов, значимую роль их работы в своевременном и правдивом освещении событий, касающихся жизнедеятельности государства и общества. С профессиональным праздником журналистов Абхазии поздравил и исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба. Владимир Делба подчеркнул, что во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – главными принципами каждого журналиста, отметив, что от работы журналистов зависит осведомленность, информированность и мнение граждан. Владимир Делба выразил работникам СМИ благодарность за работу в такое непростое время. И, конечно же, работников СМИ поздравил председатель Союза журналистов Руслан Хашик. Он пожелал своим коллегам здоровья, творческих успехов и хороших новостей. В Гудауте проходит масштабная акция по стерилизации бездомных и домашних животных. Для этого в республику приехала группа волонтеров и ветеринаров из Новосибирска. За несколько дней уже простерилизовано около 50 собак и кошек. Репортаж Эсмы Голанзе.
Вот так с улыбкой и в объятиях дворнягу Машу заводят на операцию. Акция по стерилизации животных проходит здесь уже 4-й день, и Маша 30-я по счету собака. Стерилизация – самое что ни на есть хирургическое вмешательство, которое проводится под общим наркозом. Только этот способ гуманно решает проблему бездомных животных. Ведь не допуская размножения своих питомцев, мы снижаем количество бродячих животных на улице. Сложно представить, но за 7 лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 60 тысяч щенков. Животные на улице из воздуха не получаются. Животные на улице – это результат неосознанности людей, у которых домашняя собака, домашняя кошка родила, куда девать этих щенков. Они их выставили на улицу и думают, что они такие молодцы. А из этих щенков получились те собаки, которые будут плодиться на улице в геометрической прогрессии. Почему? Некоторые люди говорят, так надо, значит, отстреливать и травить собак. Чушь. В Сочи каждый год проходит кинофестиваль. И каждый год там травят и убивают собак. Или увозят их на край города. Ключевое слово «каждый год». Это значит, что за год популяция восстанавливается. София Соченко уже много лет занимается подобными благотворительными проектами в России и Индии. Команда ветеринаров-волонтеров спасает бездомных животных, стерилизует их и лечит после травм и болезней. У вас собаки все мирные, добрые, а вот у нас в России вообще все не так. У нас собаки агрессивные, и люди думают, что сейчас мы их всех уберем, и будет очень хорошо и здорово, и не будет агрессивных собак. Нет, я знаю, что у вас в Абхазии мужчины, охотники думают, что если собака стерилизованная, она не будет охотиться. Чушь на постном масле, потому что охотничий инстинкт – это инстинкт, он живет в генах. Специалисты говорят, что желающих стерилизовать своих питомцев немало. Бездомных животных оперируют бесплатно, домашних по льготной цене. За несколько дней уже проведены около 50 операций. Кроме того, новосибирские ветеринары ведут осмотр больных животных. Лечат, делают уколы, ставят капельницы. Приезд специалистов в Абхазию организовали местные зоозащитники. Благодаря владельцу этой гостиницы Татьяне Ивашкиной, на данный момент она в Москве, у нас есть такие условия, что мы можем проводить в чистоте, в максимальном комфорте. У нас есть свет, у нас есть вода, у нас есть номера для проживания, потому что также им надо где-то находиться. По городам мы не ездим, пока нет такой возможности. В будущем это тоже мы все рассматриваем. А так, да, я начинаю звонить людям, владельцам своих питомцев, и назначаю им время, место, объясняю, где мы находимся. Многие уже знают, сами даже без записи приезжают. Проблема бродячих животных в Абхазии стоит довольно остро. Практически ежедневно собак и кошек выбрасывают на улицу. Для многих хозяев живые игрушки становятся обузой, ведь они стареют и болеют. Когда мы заводим животное, то берем на себя ответственность за его судьбу и судьбу его потомства. Потому как человек к ним относится, можно судить о его ответственности, мудрости и милосердии. Мы в ответе за тех, кого приручили. Правильное выражение, о котором нельзя забывать. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд Ашана продолжает сбор средств на лечение 5-летнего Дамия Кучуберия с диагнозом несовершенный остеогенез. Это тяжелое генетическое заболевание, при котором кости становятся настолько хрупкими, что ломается от любого неосторожного движения. Стоимость годового курса лечения Дамия в Московском медицинском центре составляет почти 500 тысяч рублей. Большая часть средств собрана, однако все еще не хватает – 192 тысячи. Давай. Мишка, какой ты молодец! Как любой мальчишка, Дамей обожает машинки. Правда, ножки пока не достают до педалей, да и передвигаться получается только с помощью взрослых. Но он настойчив, вырастет, окрепнет и обязательно сядет за настоящий руль, а может быть даже станет известным автогонщиком. Таких детей, как Дамей, называют хрустальными. Несовершенный остеогенез. При таком заболевании кости настолько хрупкие, что могут ломаться от любого неосторожного движения. К счастью, хрупкость костей не сказывается на умственном развитии. Дамей любознательный, рассудительный, в нем чувствуется воля и сильный характер.
С первых дней жизни Дамей ведет неравную борьбу с болезнью. Малыш родился с множественными переломами. За 5 лет боль стала для него привычным состоянием. К сожалению, медицина не способна победить заболевание, однако может значительно облегчить состояние ребенка. Благодаря ранее оказанной помощи Дамей уже прошел курс лечения, который дал положительный результат. Теперь мальчику снова нужна реабилитация. Ездим в Москву, лечимся, капаемся. Год 3 раза, 4 раза уже. Сейчас тоже вот планируем поехать тоже на капельницы, капаться. Тоже, да, курс лечения, он, да, тоже. И сейчас, когда поедем, наверное, вот будут планировать нам уже операции тоже. Должен прибавиться в весе, никак не прибавился, вот чтобы проверить, насколько покреплись кости. Я хочу гонки поиграть. Потом поиграешь. Да. А еще что хочешь? Ну, можно мне пока там поиграть? Мальчика уже ждут в Московском медицинском центре для оказания необходимой помощи. Стоимость годового курса лечения в клинике составляет более 450 тысяч рублей. У мальчика довольно часто были переломы на первом году жизни, но с года он начал регулярно получать курсы лечения бисфосфонатами, и переломы стали значительно реже. Дамей прошел уже 10 курсов лечения, и мы видим отличный результат. Мальчик научился вставать на ноги и даже ходить с ходунками. Для того, чтобы нам сохранить те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, очень важно не прерывать лечение и продолжать лечение бисфосфонатами. Благотворительный фонд «Ашана» уже не в первый раз помогает ребенку. Несколько лет назад, благодаря помощи неравнодушных людей, нужная сумма была собрана. И сегодня нельзя медлить. Пока Дамей маленький, у него больше шансов на дальнейшую полноценную жизнь. Я только что пообщалась с Дамеем. На самом деле такой жизнерадостный. Я спросила, какие цвета он любит. Он сказал: желтый, красный, зеленый. Это говорит о том, насколько его отношение к жизни такое яркое, да, доброе. И при этом он говорит, что ему больно ставить капельницу. Он понимает, что ему предстоит провести медицинскую процедуру. 486 тысяч рублей. Это совсем небольшая сумма. Но семья одна не может справиться, поэтому мы с вами можем. Я понимаю, что в каждой семье есть какие-то свои проблемы. Но сегодня мы себе позволить там 200 рублей, 300 рублей, 500 рублей может каждый. Можно подумать, там, что я свои 100 рублей вложу и что это. Это такая мизерная сумма, и кому это поможет. Но если нас будет 2000, 3, 10 тысяч человек по 100 рублей, по 200 рублей, это будет серьезная сумма. И мы можем подарить Дамею счастливое детство и вполне благополучную, возможно, надеюсь, даже счастливую жизнь. Самый легкий и доступный способ помочь Дамею Кучубери – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Голанзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Такими были новости последней субботы уходящей зимы. Следующий выпуск информационной программы «Сапшила» проведут мои коллеги. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.